39 стран, включая США, Великобританию и Германию, потребовали от китайских властей, совершающих преступления против человечества и нарушающих права уйгуров и других тюрков, предоставить комиссии ООН по правам человека и независимым наблюдателям безграничный доступ в Восточный Туркестан. От имени стран, подписавших обращение, выступил постоянный представитель Германии в ООН Кристоф Хёсген. Отметив обеспокоенность демократических стран ситуацией в уйгурском регионе и Гонконге, Хёсген сделал следующее заявление. Наряду с уничтожением культуры в регионе имеет место ограничение свободы слова и вероисповедания. Уйгуры и представители других национальностей находятся под тотальным контролем. Всем известны факты трудовой эксплуатации, стерилизации и принудительных абортов. Совместное обращение, инициированное Германией, подписали США, Албания, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Гаити, Гондурас, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Маршалловы острова, Монако, Науру, Голландия, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Палау, Польша, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания. В целях прививания патриотизма молодому поколению в уйгурских школах Казахстана открываются национальные музеи. Уйгурские школы, функционирующие в Республике Казахстан, обучают школьников не только с точки зрения науки, но и уделяют особое внимание их моральному и национальному воспитанию. Законы суверенного Казахстана позволяют представителям всех народностей обучать своих детей на родном языке. В связи с чем в алматинском поселке Дружба, где в основном проживают уйгуры, был открыт музей при школе гимназии 153 имени Абдуллы Рузбакиева, посвященный истории данного учебного заведения. Церемония открытия, в которой приняло участие около 30 человек из числа писателей, общественных деятелей и педагогов, прошла при соблюдении карантинных норм. Группа уйгуров, собравшаяся на площади Баязида в Стамбуле, выступила против беззаконий, совершаемых Коммунистической партией Китая в Восточном Туркестане. Мероприятие, организованное уйгурскими общественными организациями, было приурочено к 71-й годовщине китайской оккупации, отмечаемой китайцами как День создания Китайской Народной Республики. Участники акции, среди которых были и дети, держали плакаты с надписями «Где моя семья?», «Помогите освободить моих родных» и потребовали закрыть лагеря, в которых содержатся миллионы мусульман. Выступая от имени организаторов акции, председатель движения «Новое поколение Восточного Туркестана» Абдусалам Такламакан заявил, что борьба против китайских оккупантов не прекратится до тех пор, пока в Восточном Туркестане не будет установлен голубой флаг с полумесяцем и звездой. Глава Госдепартамента США Майк Помпео призвал страны Индо-Тихоокеанского региона объединиться против военной силы и агрессивных действий Китая. Мир долгое время находится под китайской угрозой. Сейчас мы просто обязаны решить данный вопрос. Если будет дана слабинка, то результаты последуют незамедлительно, заявил Дональд Трамп. Помпео выступил с заявлением перед собранием Союза Квад в Токио, в котором приняли участие США, Индия, Япония и Австралия. Отметив важность объединения стран региона против китайской агрессии, Помпео заявил, что китайские власти представляют угрозу всему человечеству. Слабость непозволительна. Вы видите, что творится на Тайване. Это противостояние не между США и Китаем, а борьба свободы против несправедливости, подчеркнул Майк Помпео. Глава национальной разведки Джон Рэдклифф во вторник рассекретил материалы, которые касаются возможных планов экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в 2016 году обвинить Дональда Трампа в сговоре с Российской Федерацией, чтобы отвлечь внимание от скандала вокруг своей электронной почты. Об этом сообщил телеканал Fox News. Сегодня по указанию президента я рассекретил дополнительные документы, касающиеся текущей деятельности Конгресса по осуществлению надзора и проведению разбирательства, приводится в материале заявления Рэдклиффа. По сведениям телеканала, они были сделаны после того, как Бреннан перед выборами 2016 года в США представил Бараку Обаме, который в то время был президентом, некие материалы. Они, как отмечается в публикации, могут свидетельствовать о том, что Клинтон согласилась очернить Дональда Трампа путем раздувания скандала вокруг утверждений о вмешательстве российской спецслужбы.